Рада приветствовать вас сегодня на нашей встрече. У нас сегодня женский вечер, так как пятница это день Венеры, да, и в этот день, как все говорят, женский день. Из-за этого я сегодня собрала вас на встречу в такой наш уютный дом татарский, как я его называю, штаб татар Москвы. Вот, и в рамках штаба татар Москвы мы тоже хотим проводить женские встречи. Я координатор штаба татар Москвы. Все ко мне обращаются, всегда мне звонят с новыми интересными проектами, предлагают разные встречи проводить в штабе. Я всегда только открыта к вашим предложениям. И Рустам Фаизович Ималиев, человек, кто предоставляет нам вот это помещение, тоже всегда говорит: да, давайте, проводите, что хотите. Сегодня прям максимально женский вечер, как вы заметили, даже самого Рустама Фаизовича нет. И такие встречи у нас уже проводятся, не первая встреча. В прошлой встрече мы проводили на тему женского этикета, татарского и русского этикета, как правильно там держать ложки, как это было раньше, как, то есть этикет, как в его понятии, что входило, что раньше как было и что сейчас. И татарское гостеприимство тоже там мы затронули, какое оно у нас. Знаете, наверное, да, то, что у нас татарские женщины накрывают столы так много. Приезжаешь к себе в деревню и к родным, и там просто стол ломится от еды от разного вида. Там, как наши любимые пироги, шпишмак, балеш, там первое, второе, третье, и пока ты это все не съешь, ты за стола не выйдешь. Вот я тоже недавно в Казани была, вот у нас был аш, и на самом деле, мне кажется, все знают про это, то, что мы вот такие женщины, любительницы, приготовить много, накормить. Все мамочки у нас такие. Обязательно накормить всех и много. А еще приезжаешь и говорят: ты что, какая худая, почему тебя там не кормят, и почему ты не ешь? Вот из-за этого мы тоже хотим проводить разные встречи. Если у вас есть интересный спикер, мы готовы тоже рассмотреть. Раз в месяц будем проводить такие встречи. У нас также есть национальный конгресс татар, где у нас представлены разные национальности. Сегодня вот у нас представляет Дагестан Аида. Как раз привет, Аида. Также у нас есть представители из других регионов, приезжают сюда. Сегодня у нас будут... Ирена у нас занимается, амбассадор итальянской винодельни, официальный представитель парфюмерного бренда Николов. Правильно? Николов. Да. Николов. Да, вот тоже представлена. Она разместила на нашем красивом тумбе свою продукцию. Тоже, наверное, можно будет послушать, да, ароматы. Можно, да. И тоже расскажет. Также у нас в гостях Татьяна, владелец компании «Золото гор», представитель высокогорный мед с вершин Тяньшани. Также здесь тоже есть представлено, наверное, мы можем попробовать, конечно, да? Начнем с нашей гости Якупова Альфия. У нас предприниматель, женский коуч, телесно-ориентированный терапевт и энергопрактик. Хотелось бы мне сегодня начать с темы, как наш ум, женский ум, мешает услышать себя, женщину, свою внутреннюю субличность женскую, так как исторически сложилось, что женщина является хранительницей очага. И на женщину очень много возложено функций, обязанностей, социальных ролей матери, жены, дочери, сестры. И в связи с этим в послевоенное время женщины были вынуждены стать сильными, так как нужно было продолжать потомство, и чтобы дети выжили, поэтому женщинам пришлось в какой-то степени подавлять свою женскую часть, чтобы быть сильными и помочь своим детям встать на ноги. А сейчас в наше время уже такой необходимости нет, но паттерны поведения, генетически сложившиеся в женском роду у каждой, они в какой-то степени дают свой отпечаток в
поведении в нынешнем. И в связи с этим возникают различные гинекологические заболевания, бесплодие, проблемы в отношениях, разводы. У кого-то проблема найти спутника жизни, достойного спутника жизни. В данном случае, исходя из моей практики, из моего опыта, очень часто бывает такое, что женщины сильные, которые особенно бизнес-леди, ну вообще сейчас все женщины, большинство в уме, потому что всем приходится жить в структуре достигаторства, всем приходится очень много выполнять мужских обязанностей. Ну так общество нас воспитало, особенно те, кто в советское время родились. Мы были вынуждены воспитываться и расти в мужских условиях, то есть по мужскому типу нас воспитывали. И, соответственно, мужские качества у женщин при всей внешней красоте, нежности, мягкости в характере они очень сильно присутствуют. И это не значит, что их нужно подавлять, что нужно там не проявляться, да, не реализовывать свой потенциал. Да. Допустим, если сильная женщина может вести бизнес, как бы вопросов нет. То есть женщины могут быть разные, могут проявлять себя по-разному. Вопрос в другом, что женщина родилась в женском теле для того, чтобы в первую очередь быть женщиной. И ее физические, физиологические особенности говорят о том, что все-таки самое главное предназначение ее быть матерью, рожать детей, продолжать потомство. И очень часто вот сейчас с этим феминизмом, да, и распространено, что многие женщины не хотят рожать детей по различным причинам, но очень часто под этим кроется преобладание ума, преобладание мужских качеств и подавление женской части умом. Почему я сейчас вот так обозначаю ум? Потому что большинство мужских качеств, да, как если исходить из мужской и женской субличности, вы многие знаете, что и у женщин, и мужчин есть внутренняя субличность мужская и женская. И так как они между собой взаимодействуют, в каждой из нас зависит то, как мы проявляемся вовне и в отношениях в семье с мужчинами, с детьми и с родственниками. Поэтому я сейчас буду обозначать мужскую субличность как ум, чтобы вам в терминологии было понятно, когда ум, я имею в виду мужскую субличность. А женская субличность — это женская суть или женская субличность. Я сейчас говорю, чтобы было понятнее, чтобы у вас взрыв мозга не был, проще было воспринимать информацию. И поэтому хочу сказать, сейчас в наше время, я бы даже сказала, в глобальном смысле огромная задача лежит на женщинах осознать свой путь, осознать свою миссию и предназначение, и все-таки послушать себя, научиться слушать себя и свои потребности, исходя из своего физиологического состояния тела, то есть женского. Да, понятное дело, мы можем вовне, в социуме, в обществе выполнять какие-то определенные задачи, которые требуют силы воли, дисциплины. Это, несомненно, важно и нужно. Но вопрос в том, что очень часто, когда женщина живет в уме, она начинает подавлять свою женскую часть, и у нее постоянные тревоги, панические атаки, такое состояние быстрее, быстрее, быстрее. То есть она постоянно в движении, продавливает. И самое интересное, что когда женщина живет в постоянном продавливании, в каком-то вот таких сильных энергиях мужских постоянно, это вызывает серьезные заболевания по гинекологии. Это гормональный сбой, миома, эндометриоз. То есть, там, конечно, не только в этом плане, там очень много различных психологических проблем под этим кроется, но я сейчас обозначаю основные моменты, которые имеют последствия, когда подавляет ум женскую часть, и мы живем в уме. То есть здесь важен баланс. Здесь не значит, что мы должны грубо перейти в женскую часть и быть такие текучие, женственные, такие все мягкие. Нет, я не про это, я про то, чтобы научиться находить баланс и слушать свою женскую часть. То есть именно слушать себя, что она хочет. Очень часто женщина, которая находится в уме, она не слышит женскую часть, поэтому она не хочет детей. Она постоянно в работе, в движении. Знаете, я не знаю, этот термин уместно или нет, но по-другому, я не знаю, как это обозначить, но женщина с остальными яйцами, с таким сильным стержнем, да, и она может управлять заводами, пароходами, чем угодно, у нее настолько огромный потенциал, сила и мощь, что она может управлять и государством, и в правительстве, и в Госдуме, где угодно. Но вопрос здесь о выполнении своей миссии как женщины, то есть как она себя проявляет в этой роли.
И здесь очень часто происходит дисбаланс. И в связи с этим дисбалансом идут уже последствия по здоровью, по физиологическому состоянию. И гормональный сбой, щитовидка и много-много всего. Тут как бы и долго можно разговаривать на эту тему, но я хочу вам донести сейчас в своем выступлении, в коротком, да, смысл и разницу в том, как нам осознать и отследить эту грань, где мы действуем от ума, а где наша женская часть, чтобы мы могли ее услышать. Очень часто, знаете, мы даже не можем услышать. Мы думаем, что вот мы хотим там, хотят все, ну, богатого мужа, квартиру, машину, бриллианты, Мальдивы, да, там, ну, я не говорю про всех, но есть такое, да, это хорошо, это классно, это супер, но вопрос в другом — услышать себя. Возможно, вам, именно вам, это не надо. А может быть, вам просто нужна тихий семейный вечер в семейном кругу, дети, муж, и вам больше, может быть, ничего не надо. Но с детства сложилось так, что вас воспитывали в таких условиях, что вы живете в режиме достигаторства, в режиме поставленных целей. И исходя из этого, постоянные гонки, зарабатывание денег. Сейчас все женщины в основном зарабатывают неплохо. Женщины сейчас занимают руководящие должности. Прям сейчас как бы женщины не уступают мужчинам во многом в плане уровня дохода, в уровне развития, психологического, умственного. Все прокачиваются, все умные. Это супер, это классно. Но здесь вопрос в том, чтобы все-таки в своей жизни дать возможность быть мужчине и уважать мужчину в первую очередь как мужскую энергию, как мужское сознание, так как это очень важно. Когда женщина находится в уме, она неосознанно начинает не уважать мужчину. И когда, допустим, вообще уважение к мужчинам должно быть независимо от его социального статуса, уровня дохода и каких-то достижений. А даже если женщина, ну бывает такое, да, там выбирает, этот не такой, тот не такой, этот там некрасивый, этот мало зарабатывает, у него машина дешевая, я в такую не сяду, да. Знаете, там он мне бриллиант там не подарил, он мне там вообще цветы не купил, как бы такой вообще плохой. Девочки, это всегда говорит ваш ум. И хочу сказать, что когда мы сталкиваемся с такими мыслями, 100% вы не в женском состоянии, не в своем женском теле. Это 200% могу сказать по своему опыту, который у меня тоже так, жизненный опыт такой веселый, интересный, поэтому всю информацию, которую я вам говорю, я пропустила через себя, через свой личный опыт. Я женщина как бы тоже со стержнем, у меня бизнес по грузоперевозкам 10 лет, и я всю жизнь работаю среди мужчин, и как бы я работала как бы такая женщина, которая поставит на место всех, причешет как надо. Но вопрос в том, что я развелась, как бы там у меня семейная жизнь не сложилась, и после развода я осознала, что все-таки что-то мне нужно осознать, какое-то что-то где-то я не так делаю. И вот мой путь тогда начался, я благодарна очень сильно, что у меня в жизни это все произошло. И вот этот путь, который шел мне после развода к осознанию своей миссии как женщины и балансу мужских и женских состояний, да, и чтобы даже в бизнесе, оказывается, где все мужчины, и там, если ты проявишь мягкость, то это зачтут за слабость, и тебя просто-напросто уберут конкуренты, да, кто в бизнесе, они знают, чем чреваты последствия, когда ты можешь, одна ошибка может иметь серьезные последствия. Но оказывается, когда мы просто умеем находиться в своем женском состоянии и балансировать их, мы можем мягко по-женски решать вопросы с мужчинами, серьезные глобальные вопросы. И это очень важное качество — уметь балансировать, переключать себя в зависимости от тех обстоятельств и ситуаций, в которых мы находимся. И еще хочу сказать, уважение к мужчинам, почему важно? Уважение к мужчине равно уважение к Богу. Уважение к Богу равно уважение к себе, так как все мы люди верующие, все мы понимаем, все мы верим в Бога, любим Бога, да, и неуважение к Богу — это неуважение к себе, и равно неуважение к мужчине, потому что мужчина точно так же, дитя Бога, точно так же его создал Бог, как нас. И очень это важно осознать, исходя из этого состояния проще понимать, что любой мужчина, неважно, это партнер, деловой партнер, неважно кто, даже просто таксист, который вас подвозит, это мужчина, это мужская энергия. И то, как вы с ним обращаетесь, как вы с ним взаимодействуете, говорит о том, как вы взаимодействуете сами со своей мужской субличностью. И очень часто, когда женщина не понимает,
как взаимодействовать с своим внутренним мужчиной, да, с мужской субличностью, и это вытекает вовне, в отношениях как раз уже с мужчинами в реальной жизни. И для того, чтобы понять, какой же ваш внутренний мужчина, я могу дать такое домашнее задание, если хотите. Вот вы можете отследить все плюсы и минусы, достоинства и недостатки мужчины, которые у вас сейчас есть в данный момент, там партнер, муж, неважно, да, или там в прошлом кто там у вас был, претенденты на вашу руку. Вы можете просто написать список этих имен и напротив столбики, да, их недостатки и достоинства. И у них у всех будет что-то общее, потому что любой мужчина, который притягивается в нашу жизнь, он неспроста притягивается, и они все имеют какие-то общие черты. И когда вы выпишете недостатки, достоинства этих мужчин, которые у вас там первая любовь, неважно, там как бы там в школе, там всякие ситуации могут быть, и когда вы выпишете достоинства, недостатки, это будет портрет вашего внутреннего мужчины. И задача принять, понять своего внутреннего мужчины. Когда вы научитесь договариваться со своим внутренним мужчиной, вам проще будет договариваться и принимать и уважать мужчин вовне, в жизни. И хочу сказать, почему это важно. Бывает такое, что в семье, допустим, муж, женщина, грубо говоря, подавляет своего мужчину. Ты там мало зарабатываешь, ты там это не делаешь, что не делаешь, лежишь на диване. Ну, всякое бывает, у всех разные ситуации. Не говорю, что у всех, у кого-то может быть такая ситуация. И здесь важно, понимаете, научиться уважать мужчину и давать ему вдохновение и окрылять его. Не подавлять его мужское сознание, потому что это происходит от ума. Женщина от ума начинает подавлять своего мужчину, критиковать. Недовольство — это всегда от ума. То есть наша женская субличность природная, она не будет так себя вести ни в коем случае. То есть мы от природы другие женщины, если исходить из нашей природы. То есть и физиологии здесь мы на самом деле, нам не нужно подавлять мужчин, не нужно контролировать. То есть когда мы с позиции женщины находимся, у нас автоматически идет уважение к мужчине. Уважение и восхищение. И когда мы находимся в состоянии уважения, восхищения и благодарности мужчинам, они чувствуют вдохновение и силу внутреннюю. И они уже готовы сделать для своей любимой женщины, для своей любимой жены абсолютно все. Без ее требований, без ее недовольств, без ее я хочу шубу, я хочу бриллианты. Это уже от ума. Это всегда от ума. Здесь самое главное взаимодействовать со своим мужем на уровне сердца, на уровне любви. Допустим, если у кого-то, например, не муж, партнер, неважно, я имею в виду в общем понимании этого слова, воздействовать через сердце, через открытое сердце. А для женщины открытое сердце — это в первую очередь соединение со своей женской субличностью, понимание себя, принятие себя как женщины в женском теле. И особенно часто в советское время было много различных нюансов в воспитании, которые наложили свой отпечаток на поведение женщин. Когда было не принято проявляться как женщине, было принято работать с утра до вечера, достигаторство. И то есть женщина могла проявлять себя как женщина только дома. Но в связи с этим, естественно, мы не роботы, мы живые. И просто так вот эти паттерны поведения, их никуда не уберешь. Они записываются в подкорке нашего подсознания и дают о себе знать на протяжении нашей жизни. И хотим мы этого или нет, но важная задача — это осознать себя и свою роль как женщины в этой жизни. И идти в этом пути, в этом направлении, и тогда жизнь у нас постепенно будет налаживаться. Я объясню почему. То есть вот это женское состояние, без перекоса я сейчас говорю, есть такие женщины, которые только я женщина, ничего не делаю, все. Нет, я не про это. Я про гармоничную женщину, которая может на работе и достигаторство, и все, но за пределами работы она женщина, в первую очередь женщина, все. Она за мужчиной, мужчина впереди, и уважение к мужчине. То есть уважение даже, я бы сказала, мужской энергии. Просто как мужчина, любой мужчина, кем бы он ни был, даже руководитель. Бывает, знаете, я просто на своем опыте могу сказать, у меня были разные партнеры по работе, с кем я работала, заказчики, которые такие
но с ними по-хорошему не получится говорить, да, там с ними только по-жесткому. Но когда я с позиции женщины, с уважением к ним как мужчины, независимо от того, что он там партнер, не партнер, там неважно, там по работе или что, я вижу в нем мужское сознание, мужскую энергию. И я с позиции женщины не имею права относиться к нему неуважительно, но не имею права. И когда я это отслеживаю у себя в голове, и меняется отношение ко мне по-другому, совсем. Даже рабочие вопросы с серьезными людьми решаются совсем по-другому. То есть они видят, что ты проявляешь уважение к ним как мужчине. И они проявляют к тебе уважение как женщине. И все вопросы они решают уже мягко с тобой. Они понимают интуитивно, неосознанно понимают, что с тобой по-другому нельзя. Потому что ты женщина в первую очередь. И ты внутренне энергетически это показываешь, что ты женщина. Ты уважаешь его мужскую субличность, уважаешь мужчину как мужское сознание, мужскую энергию вообще в целом. И меняется восприятие. И как-то отношения, взаимодействие совсем на другой уровень выходит, более мягко, без усилий, без напряжения. И меньше энергии тратится вообще на какие-то достижения. То есть мы можем также выполнять свои ежедневные задачи, но мы меньше тратим сил, мы не устаем. Мы не перенапрягаемся. Очень часто женщины, которые приходят ко мне на консультацию, говорят: я устал, у меня нет времени вообще на себя, говорят, никуда ходить, какой массаж, ты смеешься. Мне вообще один выходной в неделю, я прихожу домой в 11 вечера, какие практики там, что, медитацию, ты что, смеешься, мне некогда вообще этим заниматься. Понимаете, в этом случае женщина, она живет вот как белка в колесе. Крутится, крутится, крутится в этом колесе и не видит выхода, она и не найдет, пока не остановится, не услышит себя, не поймет, что ей надо вообще в этой жизни. А нужны ей эти гонки, и для чего ей эти гонки нужны? 7 дней в неделю с утра до вечера. А что она хочет в итоге для себя в этой жизни? Что она хочет? Она хочет до старости так жить? Просто я понимаю, что у всех цели разные. Кто-то хочет, там, я не знаю, в мировом масштабе какие-то достижения сделать, какие-то глобальные проекты мировые сделать. Да? У всех женщин разные предназначения. Но вопрос услышать себя. Что именно тебе нравится, что именно ты хочешь на самом деле, исходя из своей женской сути, не брать социальные установки, какие-то шаблоны, которые навязали нам с детства, я не знаю, там, родители, я сейчас не говорю конкретно о каких-то людях, вообще в целом социум, будем называть это. И когда мы живем среди этих шаблонов, навязанных социумом, да, нам очень сложно услышать себя и понять, чего мы хотим от этой жизни, куда мы хотим двигаться. А это очень важно. И уже исходя из этого делать маленькие-маленькие шаги к достижению своей цели, к своей счастливой, радостной, прекрасной жизни. В общем, всем желаю счастья, любви, гармонии в семье, в душе в первую очередь и в гармонии с собой. Очень важно, когда женщина в гармонии с собой, в душе, внутри, то вокруг нее все автоматически как-то чудесным образом складывается гармонично. Приходят люди, складываются события. То есть все складывается легко, без усилий, без нажима, без вот этих вот сильных травмирующих эмоциональных скачков, да, вот этих американских горок, да, все идет плавно, текуче, мягко, решаются те же самые вопросы, те же деловые, документальные вопросы, все, абсолютно все складывается каким-то вот необычным, мягким образом, и что мы не перенапрягаемся, не устаем, мы также в ресурсном состоянии, мы соединены с собой, мы наполнены, и мы даже можем кайфовать от того, что мы делаем. Даже та же работа, на которой, допустим, мы раньше уставали, мы там можем абсолютно по-другому себя вести и не уставать. И выполнять те же самые обязанности, но они будут даваться легко. Легко. И мы будем кайфовать от этого. Когда женщина кайфует, она на других вибрациях, на другой частоте. И то есть в ее жизни притягиваются другие события. Естественно, и мужчины мечты, и даже если у кого-то есть муж, и уже как бы все хорошо, но их отношения могут выйти на совсем другой уровень. Потому что женщина, состояние женщины — это центральный элемент, фундаментальный элемент в семье и в отношениях в паре с мужчинами. И когда женщина наполнена, одухотворена, соединена с собой, кайфует, и вот эти ее вибрации передаются мужчине и всей семье, и детям, родственникам, даже родителям, я хочу сказать, да, это все взаимосвязано. И вся семья
этой женщины начинает процветать изобилие, финансовый достаток, дети начинают учиться, взаимоотношения с подростками, я даже хочу вам сказать, начинают налаживаться автоматически по другому принципу. Даже трудные подростки, с которыми сложно договориться и вообще и что-то для им объяснить, когда женщина соединена с собой, она кайфует и наслаждается жизнью, да, радуется жизни. Даже взаимодействие с родителями начинает выходить на новый уровень. То есть это играет огромное значение. И то есть это влияет на все сферы жизни женщины, автоматически, гармонично начинает все складываться. И хочу сказать, самое главное для женщин — это любить себя и ставить себя на первое место. Я не говорю, что это про эгоизм, да, забывать про всех и выпячивать себя, и только я, только я. Нет, я про другое. Научиться находить в своем бешеном ритме время для себя любимой и делать то, что нравится, что наполняет энергией, от чего вы кайфуете, наслаждаетесь, хотя бы полчаса в день, хотя бы час, у кого насколько есть возможность, хотя бы начинать с этого, с маленьким, по маленьким шажкам можно прийти к большему. Как бы говорят же, слона нужно есть по кусочкам, и это точно так же. Путь к себе, любви к себе, он складывается из маленьких шажков на пути к себе. Поэтому даже раз в неделю позволить себе на полчаса там ванну, я не знаю, там просто, не знаю, у всех массаж, спа, там, неважно, баня. Вот, кстати, Гульнар, я знаю, они в баню ходят с девочками. Прекрасное времяпровождение. Анонсирую всегда. Да, и прям это прекрасно. Кстати, баня для женщины — это, во-первых, расслабление тела. Почему женщина очень часто устает? У нее напряжено тело. Так как я телесно-ориентированный терапевт и работаю с блоками в теле в первую очередь, то я могу сказать, женщина напряжена. И когда тело напряжено, и вот это все выдает вовне. Даже у кого, знаете, вот есть блокировки в теле, их сразу видно. Даже положение в теле, как женщина держит руки, ноги, голова, все это выдает блокировки в теле сразу. Но очень часто мы не слушаем тело, мы не связаны с ним, не соединены. Из-за этого мы не чувствуем даже эти блокировки, что там где. Там женщина может годами ходить, у меня в пояснице болит. Ну болит и болит, подумаешь, болит и болит. Вроде все хорошо, со здоровьем все хорошо, но болит, пусть дальше болит. Но это, понимаете, сигналы тела, они не просто так появляются. Оно хочет до нас докричаться, достучаться и сказать: обрати внимание, вот здесь какая-то есть штука, которой нужно уделить внимание. И когда долго-долго наше тело пытается до нас докричаться, мы не слышим его, это перерастает уже в серьезную болезнь. И как многие удивляются: о, откуда у меня опухоль появилась, у меня же все нормально, я как бы там отдыхать езжу там на море, туда-сюда, 30-е. Но дело в том, что она себя не слышит, не чувствует свое тело, не слышит себя. Вот в чем задача. И задача здоровой психологически и физически женщины — научиться слушать себя и свое тело, чтобы просто избежать, ну пусть возьмем грубо, болезней, которые с возрастом они только увеличиваются. Этот букет болезней только растет. Спасибо. Добрый вечер всем, меня зовут Ирена. 4 года уже являюсь амбассадором итальянской винодельни. Ну вот я так загадала себе, хочу что-то такое дополнительно еще к тому, что у меня было, вино, что-то такое, что связано с жидкостью, потому что мне по гороскопу очень, у меня тоже есть свои астрологи, мне полезно именно с жидкостями заниматься, и сельским хозяйством, а вино — это сельское хозяйство. И вот мне послали парфюмера, моего знакомого, кстати, по Фейсбуку, который предложил мне представлять его продукцию в Москве. То есть ни у кого еще такой нет продукции. Вот сегодня она у меня здесь, можете потом подойти. Но это не парфюм, как парфюм обычный, а это ароматы для дома, для текстиля. Это ароматы, которые вот в продолжении предыдущих ораторов, я тоже хочу сказать, что сейчас все идет к тому, что у нас дисбаланс энергии, да, особенно у городских жителей, у женщин, которые живут. Вот кто живет в собственном доме? Скажите, в частном доме кто живет из вас? Очень бы хотелось, но пока вот, нет. Понимаете, а вот наши натуральные ароматы, во-первых, они 100%. Сделаны они в городе Грасси, это Лазурное побережье, это Франция, кто, может быть, там был. Вот. А бренд наш российский, что очень приятно, что наши парфюмеры стали делать такую эксклюзивную продукцию. Так вот, эти ароматы, их 6 разных ароматов, они гармонизируют пространство внутри дома
То есть их можно носить на текстиль, даже на картины. Они 100% аромат, без масел, не разъедают кожу. Вот. И также на одежду можно, на постельное белье, подушки, покрывала. И таким образом женщины, ну и мужчины тоже есть мужские ароматы, гармонизируют пространство внутри человека и вокруг человека. Мне еще понравилось, что дизайн напоминает маленькие винные бутылочки. Такие, знаете, когда дьюти-фри мы покупаем, и нам заворачивают, ну, такие винов в небьющиеся такие. Вот. Но там еще есть более глубинное сакральное значение этих ароматов, поскольку наш парфюмер, он тоже непростой человек, он глубокий эзотерик. Вот, кто знает, что такое эзотерика, да, то есть у него есть определенный концепт, который он вложил. То есть этими парфюмами можно пользоваться для себя и для текстиля, для покрывал, там детские игрушки даже можно, мишки, он совершенно безопасный для человека. Но также можно с помощью него гармонизировать свое внутреннее состояние. То есть мы называем этот парфюм, знаете, как витамины для психоэмоциональной сферы человека, кто понимает, насколько это круто и глубоко. Вот. И еще в Москве такого нет. Так что, кому понравится, подходите. Все, я, так сказать, в свои 5 минут уложилась. Благодарю за внимание. Я вот хочу рассказать про свою продукцию. Это у меня родовая история. Ну, то есть, я, конечно, тоже так сейчас волнуюсь, так все красиво рассказали, а я что-то немножко волнуюсь. Это же красиво. Вот. Да, мне кажется, так все классно, четко, стройно все рассказывали. Причем все это я знаю, все это как бы ты знаешь, но так это все классно подается, что ты слушаешь и думаешь, ну, просто потрясающе. Вот, поэтому волнуешься в конце, что вдруг что-нибудь не так скажешь. Вот, поэтому... Значит, да, это родовая история моя. Это вот на баночке, это нарисована я в детстве. Так художники сделали. Почему? Потому что это мед из Киргизии. Почему из Киргизии? Я сама родилась в Москве, а моя мама родилась в город Ош. А у бабушки, у моей, у которой было 4 детей и потом, конечно, очень много внуков, была пасека, 40 лет. И вот я самая старшая из внуков, и меня она маленькую-маленькую-маленькую еще в советское время брала вот туда в горы, где Тянь-Шань, Памир, вот это вот я как бы бегущая. Ну вот так вот придумали. То есть такая реальная история. Я бегала там вот между уликов, собирала открывала литки эти, мне рассказывали, такая была деловая, не боялась пчел, ни одна пчела тебя не кусала. Вот. Жили, конечно, тогда, вы понимаете, всякие были вот эти, ну понятно, ни мобильников, ничего не было, просто какие-то палаточки и супчик какой-то из пакетиков. Но вот, конечно, это какие-то невероятные воспоминания об этой природе, о высокогорье, об этой эко-зоне такой, это, можно сказать, девственные места. И вот ценность этого меда, то, что из таких мест собрано мед, и вот там его собирают, у меня там свои как бы люди, мне сюда это все привозят, и я просто разливаю здесь в баночке, ничего с ним не делая, никаких манипуляций, не добавляя, естественно, ничего, не нагревая, просто привезли, разлили, и вот разный вид. Вот это называется вершина Тянь-Шань, назвали, там вот у меня Таласский хребет, вот здесь вот Ферганская долина, вот разные есть такие объемы. Вот. И смысл в том, что это натуральный, настоящий продукт. Кстати, я заняла 1-е место на выставке международной. Вот. И, ну, вот опять же говорила Альфия, я все думаю, что женщины там, международные проекты. Но у меня такая есть скромная мечта стать международным брендом. Ну, по крайней мере, мечтать можно о чем-то таком. Вот. И у меня до этого были другие бизнесы. И вот как-то так получилось, что вот я именно свое создала. Ну вот и хочу, чтобы вы сегодня все попробовали. И также у меня еще есть подарочный набор. Я что-то даже не подумала, что здесь можно представлять. И не принесла. Тоже есть очень красивый подарочный набор. И сейчас скоро праздники, где будет мед, вот в разных объемах. Там мед, чай, наборы для глинтвейна. Ну, можно там еще что-то придумать. Тоже очень красиво смотрится. Даже рекламки не принесла, но я там оставлю свои контакты. И все, кто берут, очень потом довольны и всем нравится. Поэтому вот такой добрый, хороший, чистый проект. И надеюсь, вы сегодня попробуйте и оцените. Спасибо большое. Спасибо.